Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Депутаты Сухумского городского собрания обсудили предложение главы государства о назначении на должность главы столичной администрации Адгура Харазия. Тайным голосованием при 25 голосах «за» и 1 «против» депутаты собрания приняли решение о даче согласия президенту на назначение Адгура Харазия главой администрации Сухума. Руководитель администрации президента Беслан Барсес поблагодарил депутатов за поддержку представленной кандидатуры. Он выразил уверенность в том, что взаимодействие главы администрации с депутатами собрания позволит успешно решать вопросы социально-экономического развития столицы. В свою очередь Адгур Харази поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поддержку, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом в решении городских проблем. У Абхазии есть все шансы попасть в ФИФА. Об этом заявили представители Международной федерации футбола на пресс-конференции в пресс-центре чемпионата КАНИФА. Матч-агенты Даг Ларсон и Сергей Азизов отметили, что сейчас идут переговоры с руководством ФИФА. По мнению Азизова, у абхазов качественный футбол и у абхазской сборной большие перспективы. Наличие своего языка и правительства могут поспособствовать тому, чтобы Абхазия была представлена в Международной ассоциации футбола, сказал он. Первый вице-премьер республики Шамиль Адзанба заявил, что вопрос вхождения Абхазии в ФИФА очень актуален. Шамиль Адзанба отметил, что руководство страны делает все возможное, чтобы и на спортивной арене наша республика была представлена на высоком уровне. Даг Ларсон в ходе пресс-конференции отметил, что нынешний турнир в Абхазии – еще один способ рассказать о себе миру. У представителей зарубежных и местных средств массовой информации были вопросы, касающиеся спорта, самого чемпионата, уровня игроков. Задавали вопросы и на политические темы. Расширенную версию пресс-конференции вы можете увидеть в нашей дальнейшей программе. Любые попытки официальных властей Грузии помешать проведению в Абхазии чемпионата мира по футболу под эгидой КАНИФА заведомо обречены на провал и не принесут никаких результатов. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии. Единственное, чего могут добиться власти Грузии своими неадекватными действиями, это эскалация напряженности между нашими народами и странами, считают в Министерстве иностранных дел Абхазии. К другим новостям. В Центральном доме работников искусств Москвы 26 мая прошло открытие персональной выставки абхазского художника Гиви Смыр. Выставка под названием «Мифы Абхазии» будет проходить по 4 июня в Центральном доме работников искусств. Репортаж Ренаты Шакая. «Мифы Абхазии» – так называется персональная выставка абхазского художника Гиви Смыр. На ней были представлены более 70 работ художника. Самобытные персонажи полотен Гиви Смыр полны метафизического смысла. Это не просто картины, а скорее окна в мир, где мифы и легенды – реальность, где герои и подвиги не выдуманы. И автор не просто художник, а мистик, который средствами живописи передает зрителю тайны мироздания, открывшейся ему. Природа, которая там есть и была, она воспринималась в детстве очень просто, а там это настоящий райский сад. И вот только такая буйная природа могла родить такого художника, как Гиви. На открытие выставки были приглашены известные российские художники, руководство Центрального дома работников искусств, представители Министерства культуры России, директора московских музеев и, конечно же, руководство и члены московской абхазской диаспоры. В глубине души всегда мечтал познакомиться с этим человеком, но не просто познакомиться, а вот прямо сразу и познакомиться, и подружиться, и пообщаться. Мне кажется, очень такой необычный, очень тонкий, очень деликатный, с каким-то очень глубоким и богатым пониманием действительности, своеобычным. По словам самого Гиви Смыр, главная цель выставки – познакомить российских художников и простых любителей живописи с абхазской культурой, представить свои работы знакомым и друзьям. Это вторая выставка Гиви Смыр в Москве. Первая была более 30 лет назад. Мифология, любовь к природе и родине – основная тематика, прослеживается во всех работах, которые были представлены в экспозиции. По словам Гиви Смыр, большое влияние на его творчество оказала любовь к спелеологии. Я очень рад, что так восприняли мое творчество. Я думаю, что Москва – это серьезное поле, что ли, для художников. Я так понимаю, что в Москву переместились когда-то прометеевские муки. Я это чувствую, вижу много достойных российских художников были не поняты, которые очень страдали в муках.
но они были достойны и сохранили дух в самых тяжелых условиях. Я думаю, Москва помогает этому. Сейчас уже время лучше. Это обитель очень добрая, люди уже ближе к искусству, нету таких проблем, как в прошлом. Я думаю, все будет прекрасно. Если это будет свобода, искусство будет свободным, люди будут лучше. Художник, скульптор, первооткрыватель и директор Новоафонской пещеры, он никогда не подписывает свои работы. Гиви Смыр не раз говорил, что не считает себя художником, так как композиции его картин приходят к нему во сне, и после этого он переносит их на холст. Рената Шакая, Анатолий Абгаджава, Абхазское телевидение. В преддверии Дня защиты детей в Сухуми в Доме детского творчества «Айнар» открылась выставка творческих работ детей реабилитационного центра с ограниченными возможностями. Более 100 рисунков и поделок из пластилина увидели посетители выставки. Аста Мурзантария и его друзья пришли на выставку своих работ, которые они нарисовали и слепили на уроках арт-терапии в Республиканском реабилитационном центре детей с ограниченными возможностями. Покажи нам картину свою. Что на ней изображено? Яблоко. Почему ты нарисовал яблоко, скажи? Потому что оно вкусное. Я очень люблю рисовать. Это очень яркое, красочное дерево, которое я сама придумала, как нарисовать. Используя яркие краски и карандаши, ребята рисуют деревья, фрукты, птиц, насекомых, море и цветы. И каждый посетитель понимал, каким красочным видит окружающий мир ребенок. Со дня открытия реабилитационного центра в нем работают арт-терапевты Элисо Малания и Эльвира Бения. Занятия в группе способствуют развитию моторики пальцев и кисти рук. Чтобы руки работали, моторика, чтобы развивалась, мы делаем лепку с ними, оригами, аппликации делаем, живописью стараемся заниматься. Ну, по возможности, кто как, что может. Вот. Основная задача, чтобы моторику развить и, естественно, создать положительные эмоции, и чтобы ребенок расслабился, это им прежде всего, что нужно, и тонус у них убрать, чтобы настроение было хорошее. Занятия в группе арт-терапии дети посещают с родителями, чтобы взрослым было легче заниматься с ними дома. Мама Доната Гарский говорит, что благодаря рисованию у ребенка начали в полную силу функционировать пальцы. Вот у него вообще мелкая моторика очень нарушена, и поэтому мы ходим на арт-терапию для того, чтобы улучшить моторику. Лепка, рисование – это для всех детей как отдушина. Ну, дети фантазируют. Мы уже ходим почти полгода, нам очень нравится, такие все добродушные, а так относятся к детям тепло, ко всем детям. Профессиональные художники Виталий Кацба и Мария Пили отмечают, что рисунки детей с ограниченными возможностями ничем не отличаются от рисунков их сверстников. Мне очень понравились работы, очень живописные. И когда смотришь на возраст, там написано возраст, например, вот эти рыбки. Я знаю даже этого мальчика. Просто шикарный. То, что вообще детям дали возможность выразить себя, и у них выставка прошла очень успешно. По-моему, это счастье и для родителей, и для детей. И побольше бы таких возможностей и идей. Красочные рисунки ребят оформить в красивые рамы для выставки помогла компания «Аквафон». Краски, карандаши, альбомы, пластилины, цветная бумага – это то, что всегда необходимо иметь в большом количестве. И преподаватели реабилитационного центра будут благодарны всем, кто подарит или окажет помощь в их приобретении. Амра Амичба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Внимание, розыск. Разыскивается Артур Месропович Манукян, 1997 года рождения. 19 мая он вышел из дома и больше не вернулся. Если кто видел его или знает его местонахождение, просьба сообщить по телефону 966 20 71 или в РОВД Сухумского района. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.